Комитет Конгресса США заслушал шокирующие показания об обвинениях в насильственном извлечении органов у уйгуров и последователей Фалун-Гонг в Китае. Конгрессмен Крис Смит, председатель комиссии Конгресса по Китаю, занимается этим вопросом уже много лет. Он твердо убежден, что Китай санкционирует ужасающие нарушения прав человека. Среди свидетелей, выступавших перед КИК, была доктор Майя Металипова, директор лаборатории стволовых клеток человека в Институте биомедицинских исследований Уайтхеда при Массачусетском технологическом институте. Госпожа Металипова – уйгурка, родившаяся в Казахстане. В Китае, когда пациент запрашивает орган, данные о его ДНК сливаются с миллионами других в компьютерной базе данных. В течение нескольких минут будет найдено идеальное совпадение. Если потенциальный донор органов не находится в тюрьме или лагере, китайские власти могут легко найти причину для задержания подходящего человека, чтобы убить его ради органов по требованию. Это главная причина, по которой китайское правительство вкладывает миллиарды долларов в секвенирование ДНК всего населения Восточного Туркестана и Тибета. Стало известно, что в этом году рекордно возросло число китайцев, переселяющихся из китайских провинций под прикрытием так называемого Западного регионального плана с целью полной китаизации оккупированного Китаем Восточного Туркестана. Согласно новостям China People's Network, 21 апреля сообщалось о значительном увеличении числа китайских студентов университетов, которые приехали в Восточный Туркестан в рамках так называемого добровольного переселения по программе Западного регионального плана оккупационного Китая в 2024 году. Стало известно, что Международная организация труда впервые включила определение «спонсируемый государством принудительный труд» в свои правила после того, как Китай в нарушении международной трудовой этики принудил невинных турок-уйгуров к рабскому труду на предприятиях в Восточном Туркестане. Доктор Адриан Зенц, старший научный сотрудник и директор по изучению Китая в Американском мемориальном фонде жертв коммунизма, сообщил на своей странице в социальных сетях, что МОД приняла определение принудительного труда, спонсируемого государством. Доктор Зенц заявил, что хотя в новых правилах МОД уйгуры прямо не упоминаются, это важный шаг к предотвращению преступлений китайского режима, связанных с принудительным трудом уйгуров в Восточном Туркестане. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его китайский коллега Ван И встретились в Пекине, чтобы обсудить споры между двумя сверхдержавами. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил после встречи, что негативные факторы в двусторонних отношениях продолжают нарастать. В начале своего визита в Китай Блинкен в своих посланиях во время контактов в Шанхае подчеркивал свою обеспокоенность экономической, торговой политикой и практикой своей страны, которую он охарактеризовал как нерыночную. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в связи с масштабным наводнением некоторые села будут перенесены. Токаев также заявил, что восстановление пострадавших районов начнется после того, как отступит паводок, и определил сроки проведения работ. С середины марта от наводнения пострадали населенные пункты в 10 областях Казахстана. Токаев назвал наводнение крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Соединенные Штаты объявили о тайной отправке баллистических ракет большой дальности в Украину. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что Украина начала использовать баллистические ракеты под названием Army Tactical Missile System с дальностью 300 километров и на прошлой неделе обстреляла российский военный аэродром в Крыму и российские войска на другой оккупированной территории.